Ассаляму алейкум, дуслар! Исянмисіз? С вами снова программа «Такой татарский русский». И мы продолжаем говорить о еде. Но сегодня речь пойдет о самой необычной, редкой и изысканной еде, о деликатесах. Если вы скажете слово «татар» иностранцу, то он может подумать про соус тартар, ну или бифштекс. Вы спросите, почему? Итак, обо всем по порядку. В нашей программе «Такой татарский русский». Стейк тартар. Бифштекс – стейк по-татарски. Это мясное блюдо из сырой мелко порубленной говядины или конины, которое обычно подается с луком, каперсами, перцем и соусом, часто с яичным желтком. Как говорит англоязычная Википедия, идея употребления в пищу мелко порубленного сырого мяса стала популярна среди славян во времена монгольского правления и пришла от традиционного рецепта татар смешивания мелко порубленного мяса с молоком или яйцами. Это мелко порубленное мясо стало ассоциироваться с татарами и впоследствии появилось в Москве. В настоящее время в некоторых странах Европы можно встретить блюда с таким названием. Например, в Чехии, в Словакии, в Польше, а также в Финляндии. Итак, теперь поговорим о деликатесах, также названия которых, а не только способ приготовления, заимствованы, конечно, у татар. Балык от татарского «балык» — рыба. Соленая и затем провяленная на воздухе спинка крупных рыб ценных пород — осетровых — белуги-севрюги, лососевых — киты, горбуши и других. Владимир Иванович Даль фиксирует такое же значение слова «просоленная» и «провяленная на ветру» спинная часть крупной красной рыбы. По свидетельству Ивана Ивановича Агиенко, Николая Константиновича Дмитриева и Николая Максимовича Шанского слово «балык» пришло в русский язык из татарского. Кстати, в словаре Академии Российской 1794 года зафиксировано, что тузлук, рассол для соления рыбы и икры, также является заимствованием с татарского языка. А укоренилось это слово в рыбной промышленности со времени организации крупных промыслов рыбы на Волге и ее массовой заготовки. Колбаса – кишка, начиненная рубленым мясом. Этимология слова восходит к способу приготовления этого продукта, и образовано оно путем слияния двух татарских грамматических корней. «Кол», что с татарского значит «рука», и «басу» — «давить». Федор Евгеньевич Корж приводит значение с тюркского как мясо, приготовленное особым способом. То же мнение и у советского и российского лингвиста Рубена Александровича Будагова. Макс Юлиус Фридрих Фасмер пишет, что источником также может быть турецкое слово «кулбаста» — мясо, жареное на рашпере, жареные котлеты. Кебаб от персидского «кабаб» — жареное мясо. В современном мире общее наименование популярных в странах Ближнего Востока, Закавказья и Центральной Азии блюд из жареного мяса. В русский язык слово пришло через татарский «кебаб». Даль и Фасмер отмечают значение как баранина в ломтиках и жареный на вертелочке, шампуре, шашлык. Но в действительности кебабом является не только мясной или рыбный шашлык, но также шаурма, донер-кебаб, и даже жареные каштаны, кистан-кебаб. А вот шиш-кебаб как раз и есть так хорошо известный нам мясной шашлык, подаваемый на шампуре. Кстати, шашлык, как блюдо, так и название, также заимствован в русский с тюркских языков, на что указывают Владимир Иванович Даль и Дмитрий Николаевич Ушаков в словаре современного русского литературного языка Академии наук СССР. Фасмер производит слово «шашлык» к татарскому и крымско-татарскому «сислик» от «сис» — вертел копье и «лык» — насаженный, жареный на вертеле. Далее ученый дает ссылки на Радлова, Корша, Миклышича и Преображенского. Ну что ж, друзья, вот такой вот деликатесный татарский русский у нас получился сегодня. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, сау булыгыз.